В хранилище архивного управления доказательств о тех или иных исторических событиях немало. Именно собранная информация со всех архивных управлений городов России стала основой для создания архивного вестника Чеченской Республики. Историки, ученые и краеведы в этом небольшом кабинете собрались немногие из тех, кто трудился над созданием второй части архивного вестника. В его основу легли все исторические события и факты, подтверждающие участие чеченцев как в Великой Отечественной, так и мировых войнах. Нашлись и данные о забытых и ранее неизвестных героях чеченской истории. Возле музея находится памятник отцу Чермоеву в виде чурт, в виде, значит, дерева с обрубленными ветвями и корнями. До сих пор, если вы будете мимо проходить, увидите его. Об этом Чермоеве знали. А то, что был Владимир Чермоев, генерал, что он воевал, командовал бригадой, командовал дивизией, был награжден в операциях против немцев 2 очень высокими наградами. Вот этот герой, значит, он во время гражданской войны в белое движение не ушел, остался в Ленинграде, Санкт-Петербурге. В вестнике изложены события 18-20 веков. В нем описаны не только исторические факты, но и сами чеченцы тех лет. На многочисленных фотографиях можно увидеть, какими были наши предки. Раритетные документы были найдены в частных коллекциях, семейных архивах и на российских антикварных аукционах. Был посвящен началу восстановления архивной службы и первым материалам, которые охватывают практически все периоды истории республики. Во втором номере мы постарались дать побольше документального материала и лиц из чеченцев, которые сыграли значительную роль, но по тем или иным причинам не были освещены раньше, в прессе и в научной литературе. В этом году тираж архивного вестника составил 500 экземпляров. Однако это не последнее издание. Авторы планируют продолжить работу. Но для этого им необходима помощь жителей республики, которые смогут сообщить об интересных исторических фактах, оставшихся неизвестными широким массам. Луиза Хатуева, Халид Маусаев. Новости.